И последнее. Ежегодно во время новогодних каникул воспитанники секции фигурного катания в Мирном представляют на суд зрителей новую ледовую программу. Это яркое и запоминающееся событие всегда собирает полный зрительский зал во дворце спорта Кимберлит. С подробностями Руслан Фаткулин. Королевский бал на льду. Такое редко можно увидеть. Под легкие взмахи дирижерской палочки кавалеры кружат прекрасных дам в медленном ритме вальса. Но новогодняя сказка всегда символизирует противостояние сил добра и зла, старого и наступившего года или сказочных персонажей. В этом году организаторы попытались обыграть в сценарии бессмертное произведение Гофмана. Вы знаете, мне хочется с каждым годом все интереснее, чтобы все было неожиданно, какие-то такие находки. Вот в этом году мы находки сделать светодиодные такие находки. Хочется вообще построить какие-то грандиозные конструкции, сделать такой свет, который мы видим на Первом канале. То есть разрисовать лед, ввести что-то такое необычное, чтобы наши зрители действительно сказали «ах». Однако даже без дорогостоящих декораций и высокохудожественного света шоу прошло на ура. Подготовка к нему началась еще в сентябре, но самый плотный график репетиций пришелся все же на декабрь, когда участники буквально жили на ледовой арене, раз за разом отрабатывая нужный элемент. У нас было много составлено танцев, мы все репетировали. Мне очень понравилось, у меня впервые главная роль. Я много лет хожу, и мне нравится заниматься фигурным катанием. Состав актеров самый разный, от взрослых до малышей. И это налагает на организаторов дополнительную трудность и ответственность. Нужно не только научить каждого участника своей программе катания, но и после свести все это в единое гармоничное выступление. Дети у нас с большой радостью посещают тренировки. Они в восторге всегда за все ледовые шоу. Они их любят даже больше, чем наши классические соревнования. Мы ставим танцы прямо на тренировках, и все это долгий процесс, в течение 3 месяцев. Как начинается у нас сезон, так мы уже сразу начинаем задумываться. Ага, в январе нам нужно сделать ледовое шоу. Отличительной особенностью этого действа является то, что на зрительских трибунах почти не бывает свободных мест. Так случилось и в этом году. А чтобы дать возможность насладиться ледовой сказкой тем, кому билетов все-таки не досталось, организаторы день спустя повторили красочное шоу еще раз.